Продолжит наш эфир брифинг военного комиссара Республики Александра Авдонина по вопросам частичной мобилизации. То, что уже принимают участие в боевых действиях наши земляки, это все фейки. Пока на сегодняшний день все уже, скажем, военнослужащие проходят боевое слаживание в соединениях и воинских частях на территории нашего Восточного военного округа. В скором времени, после завершения одиночной подготовки, боевого слаживания, они постепенно будут подходить ближе к району специальной военной операции, но уже еще, как принято говорить, не за ленточку. Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления резерва. Пока все проходит планово: комплектование личным составом воинских частей, переодевание, одиночная подготовка, слаживание частей, вооружение, экипировка и прочие мероприятия. На сегодняшний день еще ни один наш земляк из тех, кого мы призывали по мобилизации, в боевых действиях не участвует на территории Российской Федерации все. Но более того, на территории Восточного военного округа. Это был брифинг военного комиссара Республики Александра Авдонина по вопросам частичной мобилизации. Далее на канале Якутия-24 мы подведем информационные итоги дня сегодняшнего, четверга, 29 сентября. В студии Иван Лазаренко, и вот о чем расскажем в этом выпуске. Роль Дальнего Востока в экономике России возрастает. Территории становятся площадками опережающего развития и апробации новых технологий. «Газпромнефть» наращивает поставки углеводородов на рынке Азии. На Чаиндинском месторождении ввели в эксплуатацию новую нефтегазовую инфраструктуру. Сегодня во всем мире отмечается День сердца. Первостепенной задачей является профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В столице чествуют общественного и государственного деятеля Алексея Александровича Тантосова. В Приморском крае в городе Находка прошел боксерский турнир под названием «Ливадийский ринг». Отличный результат на ринге показали представители Нюрнбергской школы бокса. Роль Дальнего Востока в экономике России возрастает. Дальневосточные территории становятся площадками опережающего развития и апробации новых технологий. Более того, дальневосточные регионы обладают значительной спецификой, в том числе и с точки зрения энергосбережения. В таких условиях формируется ценность привлечения всех заинтересованных сторон к обсуждению вопросов энергетики нового поколения, в частности, на территории Якутии. Так, в рамках 6-й международной конференции по развитию возобновляемых источников энергии состоялось пленарное заседание по приоритетам и принципам развития республики с точки зрения энергосбережения. На самом деле в процессе наших обсуждений вырабатываются новые подходы, обсуждается ход движения тех проектов, которые мы в республике сегодня наблюдаем. И это очень отрадно, потому что действительно мы обеспечиваем новый подход к энергозащищенности и к энергообеспеченности наших гигантских территорий. Более того, дальневосточные территории способны заложить фундамент для освоения арктических территорий, повышения качества жизни, развития промышленности и деловой активности. Именно поэтому сейчас крупные компании подстраиваются под экономические и климатические особенности Якутии для достижения наилучшего результата. Новые продукты, которые появляются у Росатома, я имею в виду станции малой мощности, широкий мощностной ряд, практически от 1 мегаватта и до 1000 мегаватт, позволяют решать проблемы энергообеспечения абсолютно разных регионов. И вот здесь Дальний Восток, Республика Якутия, в которой очень большое количество проектов новых предполагается, добычных, проектов переработки, они все требуют энергообеспечения. Тем временем «Газпромнефть» наращивает поставки углеводородов на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. На Чаиндинском месторождении ввели в эксплуатацию новую нефтегазовую инфраструктуру. Старт работе производственного комплекса дали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков. Следует отметить, что при обустройстве промысла «Газпромнефть» использовала отечественные блочно-модульные установки. Это сократило объем строительных работ и ускорило реализацию проекта. Благодаря новой инфраструктуре на Чаинде ежегодно будет поставляться на рынок почти 2 миллиона тонн нефти и более 2 миллиардов кубометров газа. Пуск новых инфраструктурных объектов на Чаиндинском месторождении – это важный этап реализации нашей масштабной работы, которую мы с вами ведем в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Чиндинское месторождение – это опорное месторождение для Якутского центра газодобычи, которое играет очень важную роль в реализации нашей с вами восточной программы. Торжественное открытие канализационно-очистной станции прошло в поселке Жатай. Новый объект ввели летом этого года, стоимость составила более 400 миллионов рублей, при этом половина была профинансирована Фондом содействия реформированию ЖКХ. Продолжит Старгалана Неустроева. Прежняя канализационно-очистная станция проработала ровно 50 лет. Разумеется, за долгий срок эксплуатации изменились не только технологические запросы, но и экологические требования. Современным стандартам такая станция не соответствовала, в отличие от новой. Она выполняла свои функции только механической очистки. То есть полностью сточные воды не очищались. В данный момент запускается целый комплекс очистных сооружений, которые будут полностью очищать станцию. То есть это будет станция биологической очистки. А это значит, что уже очищенная вода будет возвращаться в реку без какой-либо опаски. За состоянием вод следят здесь же, в новой лаборатории станции. Пробы берутся по 6 точкам до очистки и после. Чтобы соответствовать техническому оснащению станции, сотрудники прошли переобучение. Со старых очистных сооружений мы взяли персонал, их обучили, доукомплектовали новыми кадрами из местных. И в данный момент у нас полностью сформированы смены, и мы можем спокойно работать, работать круглосуточно. Новая станция сегодня рассчитана на 1500 кубометров воды. В теории мощность можно и увеличить благодаря строительству второго этапа. Однако пока никакие сроки не обозначены. Здесь, по словам первого зампреда Дмитрия Садовникова, все зависит от количества населения поселка. Это будет связано с расширением поселка и населения. Это будет связано с тем, что с вводом, наверное, другого объекта в городском округе, поселок Жатай, это строительство судоверфи, да, ввода судоверфи. И, наверное, других сопутствующих, которые будут связаны. И, безусловно, мы будем мониторить и работать с администрацией поселка. Площадка для строительства второй очереди уже готова. Пока же, со слов специалистов, мощности новой станции вполне хватает на нынешний поселок Жатай. Между тем, строительство станции стало возможным благодаря подписанному концессионному соглашению с Фондом содействия реформированию ЖКХ. При этом результаты сотрудничества с республикой фонд оценил положительно, поскольку все обязательства со стороны региона выполняются. Саргалана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск. Якутский институт водного транспорта за 90 лет выпустил более 11 тысяч молодых специалистов. Как отметил заместитель директора по воспитательной работе Владимир Жуков, выпускники института всегда готовы встать на зов Родины, и в эти дни некоторые из них стоят на защите границ. Мы очень переживаем, конечно, но полностью поддерживаем. Это нелегкое решение. Что касается референдумов, то, конечно, мы наблюдаем очень внимательно за этим, как у людей появляется надежда, шанс вернуться к нормальной мирной жизни, как они чувствуют поддержку своих братьев, друзей. Они готовы работать, не покладая рук. До конца этого года в Ленске откроют многотопливную заправку с метаном, бензином, дизелем и электрозарядкой. Об этом сообщил Максим Терещенко, министр промышленности и геологии Якутии. Кроме того, по линии Минэнерго федеральный бюджет выделит республике почти 34 миллиона рублей на строительство новой газозаправочной станции. До конца 2030-го Минпром планирует увеличить в республике количество газовых заправок до 40. Инвесторы, которые будут строить эти объекты, получат финансовую поддержку от Якутии, земельный участок без торгов и нулевой налог на имущество. Также льготу в регионе предусмотрели и для автомобилистов, которые перешли на газ. Транспортный налог для них снизили на 50%. А за переоборудование автомобиля заплатить владельцу машины придется только 10%. Остальное покроет республиканская субсидия.
Сердечно-сосудистые заболевания – главная причина смерти и инвалидности в мире. Ежегодно они уносят более 17 миллионов человеческих жизней. В целях профилактики в Якутске прошла массовая акция измерения артериального давления. В рамках мероприятия всем желающим измерили давление, вычислили индекс массы тела и дали необходимые советы при повышении некоторых показателей. Отметим, акция по измерению артериального давления не единственное мероприятие. У нас проводится целая декада, посвященная Всемирному дню сердца. Она началась 20 сентября. То есть во всех медицинских организациях, все медицинские организации республики участвуют в этой акции. Это проводятся различные круглые столы, выезды медицинских организаций на предприятия, проводятся лекции, значит, и вообще проводятся разные акции для того, чтобы обратить внимание населения, опять же, на эту проблему. Во Всемирный день сердца сегодня, 29 сентября, якутская телебашня окрасилась в красный цвет. Подсветка горела 1 час с 19 до 20. Всемирный день сердца – это глобальная кампания в области здравоохранения. Ее основная задача – повышение осведомленности о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, причинах их возникновения и способах предотвращения. В Ленске по программе оказания содействия добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в торжественной обстановке паспорта гражданина России получили 9 уроженцев Таджикистана. Программа направлена на переселение людей, оказавшихся после распада Советского Союза за пределами Российской Федерации и желающих переселиться в Россию. В России эта программа работает с 2006 года, на территории нашей республики с 2017 года. Кто может обратиться по переселению по данной государственной программе? Это лица, проживающие на территории государств, ранее входивших в состав СССР и имевших гражданство Союза Советских Социалистических Республик. Также имеют право обратиться с заявлением проживающие на территории Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которые живут временно, по разрешению на временное проживание или постоянно, согласно видов на жительство. Но мы бы хотели бы сказать, что граждане, получившие свидетельство участника государственной программы, также от Центра занятости могут получить материальную поддержку. Материальная поддержка для граждан, получивших свидетельство государственной программы, они обращаются в Центр занятости, предоставляют данный документ и могут получить единовременную поддержку, материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. В столице чествуют общественного и государственного деятеля Алексея Тамтосова. Алексей Александрович до сегодняшнего дня является единственным из якутских чиновников, занимавшим высокий пост в российском правительстве. Он около 6 лет работал в федеральном министерстве, которое в конце 90-х, начале 2000-х занималось вопросами национальной политики в России. До сих пор Алексей Тамтосов считается одним из самых ярких политиков. Так, в Доме правительства на торжественном заседании Алексею Тамтосову вручили орден «Полярная звезда». Алексей Александрович чрезвычайно интересный человек. Он очень многосторонний, он очень много знает. У него такие глубокие, обширные академические знания, с ним в любой момент всегда интересно. Ну и то, что сегодня вот сейчас его вручили ему высший орден, высшую награду нашей республики, орден «Полярная звезда», ну это очень хорошо характеризует весь его путь, его деятельность, потому что республика помнит имя это, помнит его дела, помнит все, что было сделано для республики, для города, для улусов наших, где он работал, ну и в целом для нашей республики. В столице республики открыли новый арт-объект, посвященный 390-летию столицы. Участники креативной студии «Ай-Арт» за 1,5 недели преобразовали конструкцию бизнес-центра на берегу Талого озера. Проект был сделан по программе «5 шагов для городов» по изменению городской среды, который войдет в общий регистр и будет нести культурную ценность. Автором макета является графический дизайнер Юлия Матвеева. Длина мурала составляет 46 метров. Картинки на арт-объекте структурированы в историко-хронологическом порядке архитектурных объектов города Якутска. По силуэтам можно понять, где эти места располагаются. Как отметили авторы проекта, художникам пришлось рисовать объект в осенних условиях на улице. Проделана очень трудоемкая и конструкторская работа. Каждый объект, он отображает свою историю.
той эпохи. И, соответственно, мы понимаем, что к чему история двигается, с чего начиналась. Это на самом деле действительно вдохновляет, воодушевляет, потому что мы видим, что к нынешнему времени мы приходим к большим архитектурным, профессиональным, компетентным, очень красивым решениям, за что мы очень уважаем. В Приморском крае, в городе Находка, прошел боксерский турнир под названием «Ливадийский ринг». Это первое соревнование по боксу, в котором приняли участие более 150 спортсменов со всего Дальнего Востока и боксеры из Беларуси. Отличный результат на ринге показали представители из Нерюнгри. Это воспитанники школы «Лидер» и спортивного клуба «Баатур». Павел Черданцев занимается в школе бокса более 5 лет. Сейчас ему 12. На турнире в Ливадии обошел всех соперников и завоевал первое место. И это его не единственная победа. За плечами участие в республиканских турнирах, а впереди региональные и всероссийские соревнования. Алданский район выиграл. Город выиграл 2 раза. Призер республики Саха-Якутия. Дальше какие планы? Дальше на республику поехать, на Дальний Восток. И взять путевку на Россию. Алану Сабердянову не хватило совсем чуть-чуть до первого места. В итоге серебряная медаль и специальный приз за волю к победе. Приехали, первый бой отбоксировал, вроде нормально там. Второй бой отбоксировал, тоже вот. Конечно, проиграл, не хватило чуть-чуть, и все. Кубок дали за волю к победе. После соревнований сразу на тренировку. В спорте времени на отдых почти нет. Ребята занимаются 6 раз в неделю. Уже в марте выезд на республиканский турнир, после которого дальневосточный и затем главный – всероссийский. Во-первых, опыт дает, это раз, что если, допустим, не ездить никуда, сидеть в спортзале, толку с этого не будет вообще. То есть ездить надо. Ездить надо на сборы, обмениваться опытом. Они набирают опыт в боях. То есть он даже здесь сидит в зале, он будет заниматься 5-6 лет, допустим. И если не ездить на соревнования, толку с этого не будет. Надо, если есть возможность, выезжать как можно чаще. И не только на соревнования, но и на сборы надо выезжать. Высокие достижения, которые демонстрируют нерюнгринские спортсмены – это результат упорного труда. Несмотря на юный возраст, эти ребята полны сил и готовы к новым победам, которые принесут им еще немало медалей. Ирина Жданова, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Якутске в эти дни проходит республиканский форум организаторов отдыха и оздоровления детей «Саха-отдых-2022». В рамках мероприятия участники обсуждают актуальные вопросы развития данной сферы и ее инфраструктуры. О специфике организации отдыха детей и проходящем форуме мы поговорим с его почетным гостем, директором Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Леонидом Проценко. Он сегодня гость нашей студии. Леонид Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Что вы можете рассказать о первом дне форума, который уже завершился? И самое интересное, что вы думаете насчет все-таки важности проведения подобных мероприятий для развития детского отдыха? Сегодня был очень важный день. Сегодня состоялось заседание Межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей под председательством заместителя председателя правительства республики Сергея Васильевича Мясникова. Форум вела министр образования и науки Ирина Павловна Любимова. И это совещание говорит о том, что действительно такая серьезная работа происходит на уровне и находится в сфере интересов субъекта Российской Федерации, лагеря и отдых детей в сфере высших органов исполнительной власти субъекта. А в каком формате идет работа форума, какие площадки открыты? Площадки сегодня на территории замечательного центра «Сосновый Бор». Сегодня проходят площадки и по нормативной, безусловно, работе, по каким правилам работать лагерям, и по педагогике, безусловно, и по вожатству и так далее. Форум в режиме обмена лучших практик, в режиме лайфхаков – это наиболее эффективная форма взаимодействия между участниками процесса. Не секрет, вот я с точки зрения родителей сейчас скажу, что нет-нет, да задумываются, что неплохо было бы отправить ребенка куда-нибудь не на территории региона, а в какой-нибудь федеральный детский оздоровительный центр. Как это можно сделать? Очень просто. На сайте каждого федерального центра, у нас их теперь 5, совершенно спокойно заходите на сайт, допустим, сайт Артека, там есть «Как получить путевку» раздел, нажимаете на кнопку и заходите в так называемая АИС-путевка, где автоматически подгружаете данные о себе, данные о своих достижениях,
И вам приглашение, вы получаете приглашение на участие в конкурсе, потому что это все-таки федеральные центры, это для ребят, показывающих определенные достижения в области изучения чего-либо, в области спорта, творчества и так далее. Ну а если у родителей есть возможность отправить ребенка, ну, к сожалению, не в такой центр, а попроще, около государственный или муниципальный, или вообще частный, то как проверить, насколько можно доверять учредителям и персоналу этого летнего лагеря? Ну, прежде всего, все лагеря находятся в региональных реестрах Организации отдыха и оздоровления. На сайте детскийотдых.рф, это сайт подведомственного учреждения Минпросвещения России, перечислены все субъекты, и в каждом субъекте есть такой реестр. Например, реестр лагерей республики находится на сайте Министерства образования. Соответственно, как определить хороший или плохой лагерь? Ну, прежде всего, он в реестре, во-вторых, у него есть свои социальные сети живые, у него есть обратная связь живая, никаких постановочных фотографий. И, безусловно, это опыт работы, это обратная связь от родителей, тоже на сайтах. Ну и в нашей сфере играет роль сарафанное радио. Ну, безусловно, такие крупные центры, как «Сосновый Бор», вот, директор Яна Николаевна Иванова держит бренд и является таким ресурсным центром в регионе. И у нас в каждом регионе такие ресурсные центры есть, всегда посоветую. Ну, наверняка в ходе обсуждения поднимались или еще будут подниматься проблемы, которые существуют в данной сфере. Что можно озвучить и существуют ли какие-то меры государственной поддержки этой сферы отдыха? Проблемы, прежде всего, я скажу так, проблемы чаще всего это не совсем компетентность родителей по отношению к тому, что ребенка надо к лагерю готовить, ребенок должен ездить в лагерь хотя бы один раз, попробовать себя во временном детском объединении. Это очень мощная система социализации. У нас единственная в мире такая крепкая и эффективная система социализации, в хорошем смысле этого слова, воспитательная система. И вторая, это основная проблема, скажем так, родители просто перестали понимать, что есть школа, а есть система воспитания, в которой работают профессионалы, им надо доверять, и они не на службе, они не оказывают услугу, они создают условия для развития личности и социализации, а это комплексная работа, и здесь и родитель, и школа, и все-все-все, и прежде всего ребенок, они участники процесса совместного, соделания. Это очень важно. Это что касается проблем. А еще был вопрос. Господдержка какая существует? Государственная поддержка. Ну, прежде всего, конечно же, нам очень помогает кэшбэк Ростуризма. Я надеюсь, что в следующем году правительство примет решение о выделении таких, опять итерация будет по детскому кэшбэку в детские лагеря, это 50% от стоимости федеральная. Ну и, безусловно, региональные меры поддержки, которые тоже правительство республики фиксирует, каждому ребенку там идет дотация на лагерь региональный здесь. Вы ознакомились с тем, как организован летний детский отдых у нас в регионе. Что можете сказать о ситуации? Я уже начал говорить про Яну Николаевну Иванову. Она на «Сосновый Бор» создала такой хороший бренд на федеральном уровне, экспертный. Она и ее команда это все организаторы детского отдыха республики, участвуют в федеральных мероприятиях очень активно, являются экспертами и являются участниками федеральных конкурсов, проводящихся в самых разных направлениях в сфере детского отдыха. И у нас будет сейчас Всероссийский форум «Детские большие смыслы» в Краснодарском крае, в ВДЦ «Смена». И там коллеги будут выступать на секциях на уровне вот таких федеральных уже экспертов. Что ж, Леонид Михайлович, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Плодотворной вам работы на форуме, ну а нашим детям хорошего отдыха. Да, спасибо. О республиканском форуме организаторов отдыха и оздоровления детей «Сахаотдых-2022» мы говорили с нашим гостем, директором Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Леонидом Проценко. Ну а на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.